Здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Амчра». Даже самые скромные пожертвования обычных людей складываются в большую и важную помощь. Но как разобраться в потоке просьб? Как узнать, кто действительно нуждается в помощи? Как понять, кому правильно помогать и как правильно помогать? На эти и другие вопросы нам ответит директор культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия. Мактина, расскажите, пожалуйста, как вы выбираете, кому помогать, а кому нет? Как и во всех фондах, по крайней мере, я надеюсь, что у всех есть определенный устав, есть правила работы, есть критерии отбора детей. Если это касается детских фондов, у нас есть определенные критерии, согласно которым мы отбираем детей, кому можем помочь. Это вот следующие критерии. Он не должен быть совершеннолетним, его родители или законные представители, скажем, опекуны, должны проживать на территории Абхазии. Вне зависимости от гражданства они предоставляют определенные справки о том, что они проживают на территории республики. Это может быть и справка с детской поликлиники о том, что ребенок стоит на учете. А также ребенку должно требоваться дорогостоящее лечение от 60 тысяч рублей. Ну, сами посудите, если, скажем, необходимо лечение стоимостью 10-20 тысяч рублей, то объявлять сбор на всю Абхазию за такую сумму нет необходимости. Я думаю, это такая сумма, которую там могут помочь собрать родственники, соседи, да, и сами родители в некоторых случаях могут самостоятельно собрать такую сумму. Также ребенку, если необходимо лечение за рубежом, это может быть Российская Федерация или же другие зарубежные клиники. И если родители не в состоянии самостоятельно оплатить данное лечение своего ребенка, они предоставляют нам акты проверки жилищных условий, а также справки о размере заработной платы. Но чаще всего родители наших подопечных не имеют постоянного места работы, они на подработках, либо ни один из членов семьи не работает по определенным причинам. То есть даже если работают, то та сумма, которую они зарабатывают, или хватает ее на то, чтобы приобрести продукты питания для семьи. Поэтому ряд критериев должно сложиться для того, чтобы фонд мог помочь данному ребенку. Скажи, пожалуйста, в чем состоят твои обязанности в работе фонда и как ты организовываешь работу этого фонда? Не отличаются мои обязанности от обязанностей других руководителей, но есть, конечно, определенная специфика нашей работы. Самое главное это для меня, это, естественно, там профессионализм, именно знание своего дела, своей работы, но и умение сохранить приятную атмосферу в коллективе. Если не будет приятного климата в коллективе, то сама работа тоже не может быть на должном уровне. Поэтому я стараюсь, чтобы в коллективе были дружеские отношения, чтобы мы все друг друга поддерживали, понимали. И мне как руководителю повезло, можно сказать, несмотря на то, что у нас команда состоит из молодых людей. Они все очень ответственные, они понимают меру ответственности. От задачи каждого зависит конечный итог, будет вылечен ребенок или нет. Они все это понимают, и каждый вносит свою лепту, потому что если не будет хватать одного пазла, скажем так, то и не будет самой картины. Поэтому здесь важно все. Быть руководителем нелегко, а руководителем благотворительного фонда, наверное, нелегко вдвойне, потому что здесь и очень тяжело морально, психологически, поэтому мы часто с коллективом, скажем, выполняем роль психолога по отношению друг к другу. Самое главное, конечно, не терять человечность, анализировать, прогнозировать, умение создать благоприятную среду. Самое главное, наверное, в работе фонда – это
не терять человечность и верить в людей, потому что если мы не будем верить в людей, то мы не сможем работать в фонде, потому что все, что мы делаем, это люди, это поддержка и помощь людей. Мы на самом деле являемся просто связующим звеном, скажем, между теми, кому нужна помощь, и теми, кто может им помочь. Поэтому мы стараемся делать свою работу четко, грамотно, всегда думаем о том, как бы упростить способы пожертвования, чтобы люди, кто хочет помогать, они не думали, как, каким способом, чтобы им это не было сложно. Стараемся, чтобы человек, который хочет сделать пожертвование, мог это сделать, скажем, в 3 клика, чтобы это было легко, удобно, чтобы люди знали, какие способы пожертвования есть, чтобы их было много и чтобы человеку было из чего выбрать. Также важно, естественно, работая в фонде, не расслабляться никогда, всегда думать о том, как улучшать свою работу, проводить различные благотворительные акции, мероприятия и всегда добавлять что-то новое, потому что люди иногда с легкостью расстаются с деньгами, помогают, иногда им хочется делать это как-то интересно, креативно, поэтому мы всегда думаем над этим, над способами участия людей, способами оказания помощи, повышаем свою квалификацию. Я, как руководитель, постоянно стараюсь изучать опыт других благотворительных фондов, своих коллег, которые работают в России, за рубежом, также и стараюсь, чтобы коллектив тоже, наши сотрудники изучали что-то новое, обучались, повышали свою квалификацию. Это очень важно. Я думаю, что не только в работе фондов, но и в любой работе. Каждый сотрудник, где бы он ни работал, и каждый руководитель должен стараться узнавать что-то новое, повышать свою квалификацию. И на самом деле в нашей работе очень важна поддержка, это людей. Мы работаем с людьми, мы постоянно коммуницируем, поэтому очень важно уметь налаживать отношения с людьми. Самое главное — не врать никогда и быть открытым, честным. В фонде очень часто бывают различные проблемы, и когда мы их не скрываем, а говорим о них открыто, мы сами удивляемся, насколько вокруг появляются люди, организации, которые сразу откликаются на нашу проблему, просьбу и либо подсказывают, как правильно нужно поступить, либо сами берут и помогают. Это очень важно — быть открытым, честным, прозрачным и ничего не скрывать перед людьми, потому что на самом деле это такая тесная взаимосвязь, которую нельзя нарушать. Говорят, работа меняет человека. Вот ты работаешь в фонде практически с самого начала его существования. Скажи, как повлияла на твою жизнь работа в фонде? Вы знаете, это не просто слова, действительно так оно и есть. Я, наверное, в первую очередь стала ценить больше то, что у меня есть, потому что я увидела, с какими проблемами сталкиваются люди, которые иногда очень сложно решить или практически невозможно. Тогда я стала больше ценить то, что у меня есть, замечать, с какими лишениями люди сталкиваются, и несмотря на это, они не теряют веру в жизнь, они не теряют любовь к жизни. И когда видишь таких сильных людей, такие вещи, ты становишься, конечно, другим, ты становишься, может быть, в чем-то сентиментальнее, ты замечаешь такие вещи, которые ты не замечал ранее, ты становишься сильнее, и, конечно же, морально, духовно богаче, это бесспорно. Я никогда не планировала работать в фонде, более того, никогда не думала об этом. Сразу после окончания университета я устроилась референтом на Нателле Нурьевне Акаба.
Это был бесценный опыт, за что я очень благодарна Наделе Нурьевне и Мадине Валерьевне. Но в тот период, в 2011 году, стартовала благотворительная акция фонда «Спасем жизнь вместе», и по воле судьбы мою однокурсницу Сабину Зухпа взяли на работу в фонд. А когда фонд решил расшириться, по ее рекомендации меня и еще одну однокурсницу позвали на собеседование. Мы его прошли и устроились в фонд. На самом деле было очень тяжело в начале. Я часто приходила домой после работы, плакала, видела во сне детей, которым требуется помощь, и иногда сталкивалась с такими заболеваниями, о которых вообще слышала впервые. Для меня это было очень сложно воспринять, что люди живут с такой болью, с такими страданиями. Было очень тяжело, но хочу сказать, что однажды, попав в эту атмосферу добра, благотворительности, сложно от этого уйти. Я часто думала о том, чтобы сменить работу, но в последний момент я понимала, что я уже в другой сфере работать не смогу. Говорят, что в сфере благотворительности не рекомендовано работать более 8 лет, но в этом году я пересекла этот рубеж, уже получается 9-й год, как я работаю в фонде, но несмотря на все сложности и на трудности, которые есть в нашей работе, те эмоции, которые мы видим, и те счастливые глаза детей, которые приезжают к нам после лечения и рассказывают о своих достижениях, и благодарность, которую мы видим в выражениях лиц родителей, это бесценно. Мне кажется, это именно то, что нас держит в фонде, меня и всех сотрудников. Распространено такое мнение, что благотворительные фонды делают работу, которую должно делать государство. Как вы считаете, насколько это оправдано? Государство на своем уровне делает все, что возможно. Мы фонды, мы в поддержку государства, потому что во всех странах, даже в развитых странах, не говоря уже об Абхазии, существуют благотворительные фонды, которые оказывают разного рода поддержку. Я считаю, что благотворительные фонды, некоммерческие общественные организации должны работать в стране, потому что они оказывают поддержку и государству в том числе. Поэтому это мнение не оправдано. Государство тоже на своем уровне делает очень многое. Тоже Министерство здравоохранения и соцобеспечения, они оказывают всяческую поддержку нашим гражданам. Но успеть все невозможно ни государству, ни фондам. Поэтому есть такие области, которые там, где не доходит рука государства, там доходит рука, скажем, того же фонда Киараз, фонда Ашан или же других некоммерческих общественных организаций. Поэтому мы ни в коем случае не конкурируем ни с государством, ни с другими фондами. Мы все в поддержку друг другу, я бы так сказала. Как повлияла ситуация с пандемией на вашу работу? С какими трудностями пришлось столкнуться? И отразилось ли это на суммах пожертвований? Вы знаете, пандемия, конечно же, повлияла на нашу работу. Особенно во время карантина весной мы, как наряду с другими организациями, тоже думали, чем мы можем помочь, и предоставили свой рабочий номер как горячую линию, куда могут звонить люди, получать определенную информацию. И мы заметили, что звонки стали поступать. Если раньше просили о медицинской помощи для своих детей, сразу начали просить о продовольственной, продуктовой помощи, и стали звонить различные категории людей. Это и пожилые, одинокие люди, многодетные семьи. И тогда мы, посоветовавшись с высшим руководством, это единственным учредителем нашего фонда Бесланом Шакай и членами попечительского совета, приняли решение на период карантина
карантина начать оказывать людям продовольственную гуманитарную помощь. Нас поддержали партнеры и коммерческий банк, Гарант банк, компания Премиум, руководитель Сухумаркета и многие другие. И мы начали оказывать благотворительную помощь, именно гуманитарную, и оказали помощь на сумму 500 000 рублей. Мы охватили 200 семей, куда входили не только семьи подопечных фонда, но и другие уязвимые слои населения, это одинокие, пожилые люди, многодетные семьи и разные семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией. Нам помогали волонтеры, мы сами все расфасовывали, перебирали продукты, но в основном это были сотрудники, коллектив фонда, но также и волонтеры оказывали нам помощь именно в фасовке и раздаче людям гуманитарной помощи. Очень хочу поблагодарить всех тех, кто в этот сложный период встал рядом с фондом и оказал поддержку. Благодаря этой поддержке мы смогли быть полезными именно тем людям, которые тогда остро нуждались в помощи. Что касается сборов пожертвований, несмотря на сложность, мы заметили, что они практически не снизились. То есть мы все сборы, которые открывали на детей, закрывали и тогда, закрываем и сейчас. В конце года мы уже подсчитали сумму сбора с января по ноябрь 2020 года, и сумма составила больше 7 миллионов рублей. То есть в разные годы мы собираем от 7 до 9 миллионов рублей. Можно сказать, мы свою планку не снизили, несмотря на такую сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса. Обращение стало именно физический приход, он ограничился в офис, люди стали больше обращаться по телефону, отправлять документы с помощью электронной почты, то есть люди стали бояться физического контакта, но само количество обращений людей не снизилось. Можно сказать, что как в месяц от 10 до 20 семей, у которых больные дети обращались, так и обращаются до сих пор, просто именно физический контакт немножко снизился, особенно после карантина мы с коллегами сидели в офисе, было такое, что в день к нам заходило 1-2 человека, в основном все обращались за помощью по телефону, либо посредством других средств связи. Скажи, пожалуйста, какова тенденция детей, обращающихся за помощью, становится больше или меньше? Вы знаете, не могу сказать, что детей становится меньше. Ежемесячно к нам в фонд обращаются от 15 до 20 семей, где есть тяжело больные дети. Это количество практически не меняется. Что касается именно пожертвований, то их количество в зависимости от сезона меняется. В обычные годы без пандемии коронавируса обычно количество пожертвований в летний сезон и осенью увеличивается. Но это связано с тем, что люди больше зарабатывают в курортный сезон, и у них появляется возможность больше жертвовать. Но в прошлом году, наверное, именно в летний период времени количество сборов не увеличилось, была какая-то такая ровная, стабильная, вне зависимости от сезона тенденция. Как часто приходится отказывать людям в помощи и с чем это связано? Это самая больная тема и самая сложная именно
в работе в фонде для меня лично, я думаю, что и для сотрудников, потому что нам приходится отказывать в помощи часто, потому что если, допустим, к нам обращаются пожилые люди, которые хотят пройти какой-то курс лечения, скажем, в пределах Абхазии, либо за его пределами, мы вынуждены отказать. Либо бывает, что заходит к нам молодая мама, и она просит у нас, скажем, 2000 на определенное лекарство для своего ребенка. Мы вынуждены отказать, потому что мы оказываем именно дорогостоящее медицинское лечение, вернее, мы организовываем сбор средств на дорогостоящее лечение, а свободных средств именно на оказание такой именно частной поддержки, чтобы кому-то оплатить 2000 на лекарства, кому-то там 5000, такой возможности нет, потому что у нас все средства адресные, мы организовываем адресный сбор средств. Например, к нам, скажем, обратились родители Николь Джинджоль. Как пример привожу, стоимость лечения стоит 200 000 рублей. Вот мы объявляем эту сумму, как только сумма собирается, мы закрываем сбор средств, и эта сумма направляется на ее лечение. Вот поэтому у нас не бывает свободных средств, чтобы мы оказывали другого рода частную поддержку на более на разные просьбы, которые стоят меньших, скажем, расходов. Получается, вы не можете распоряжаться теми деньгами, которые поступают в фонд, а за счет каких средств вообще существует фонд? Как вы выплачиваете, например, ту же самую заработную плату сотрудникам? Очень хороший вопрос и часто задаваемый, поэтому я с удовольствием на него отвечу. Вот с самого начала, когда учредитель фонда и первый директор фонда Дживира Колосова выстраивали работу, они выстроили такую прозрачную схему с пожертвований, которые поступают на лечение детей. Мы не берем ни рубля, они поступают на благотворительный счет, а на ведение своей административно-хозяйственной деятельности мы привлекаем партнеров, которые ежемесячно, согласно договору, переводят средства именно на ведение административно-хозяйственной деятельности на отдельно предназначенный для этого расчетный счет. То есть мы не смешиваем благотворительные средства со средствами, которые идут на организацию лечения. На самом деле, если бы не было бы партнеров, то мы не могли бы работать и сегодня говорить о таких результатах, которые есть сейчас. Поэтому мы очень благодарим наших партнеров, и при каждом удобном случае я перечисляю их. Наши партнеры, которые из года в год нам помогают, вот самый главный партнер — это компания «Премиум», магазин «Харзаман», коммерческий банк «Гарант Банк», пивоваренный завод «Сухумский», Апснемед, Абхазмед, ООО «Лидер», ООО «Радуга», магазин ООО «Амцев» и другие партнеры, благодаря которым мы сегодня существуем, оплачиваем аренду офиса, заработную плату сотрудников, чиним технику, покупаем, скажем, различные канцелярские принадлежности, организовываем свою работу, организовываем благотворительные акции, мероприятия. Как всем известно, чтобы организовать какое-то мероприятие, на это требуется немало средств. Очень многие нам предоставляют безвозмездно свои услуги, но есть такие услуги, за которые фонду приходится платить. Поэтому административных расходов у фонда немало. И на самом деле то, что делают наши партнеры ежемесячно для фонда, это бесценно. Если бы не они, можно смело сказать, что фонд не мог бы работать и существовать. Естественно, самый главный меценат фонда — это сам учредитель фонда Беслан Шакая, который и финансово, и морально, и со всех сторон оказывает фонду поддержку. Какие самые важные достижения фонда Ашана, на твой взгляд? Наверное, самое важное достижение — это вылеченные дети. За 9 лет мы помогли 280 детям, которые прошли 413 курсов лечения в лучших клиниках России и не только России.
Мы собрали больше 62 миллионов рублей на лечение детей и провели 176 благотворительных акций. Думаю, это цифры, которыми можно гордиться и о которых можно говорить громко. Безусловно, очень важным достижением для нашего фонда в 2019 и 2020 годах было то, что наш фонд включили в список фондов, которым можно помочь через платформу Туба. Что такое платформа Туба? Это мобильное приложение, которое было создано дагестанскими программистами. Очень интересная история создания этой платформы. Есть такой бизнесмен, предприниматель в Дагестане, зовут его Рамазан Меджедов. Он часто, как человек состоятельный, оказывал благотворительную помощь через различные фонды и однажды столкнулся с таким фактом, что многие фонды, к сожалению, наживаются на горе людей, которым требуется помощь. И тогда он решил создать свое собственное мобильное приложение, с помощью которого всего лишь в 3 клика можно помогать тому или иному ребенку, тому или иному спору. Естественно, в приложение включают только проверенные фонды, которые доказали своей работой свою честность, профессионализм. Нелегко было попасть в этот список. Мы около года проходили верификацию, и спустя год нам сообщили, что мы прошли проверку, и мы можем уже организовывать сборы в приложении Туба. Это на самом деле была очень большая радость, потому что мы через это приложение собираем очень много средств на лечение детей. Скажем, в прошлом году, если мы с января по ноябрь собрали чуть более чем 7 миллионов рублей, из них более 3 миллионов рублей мы собрали именно через приложение Туба. Это очень большое достижение для нас. Если мы раньше не могли организовывать параллельные сборы, то есть мы открываем сбор на определенного ребенка, до закрытия этого сбора мы не могли помочь другому ребенку. А сейчас с помощью этого приложения у нас появилась возможность вести параллельно еще 2 сбора. Поэтому количество детей, которым мы оказывали помощь из года в год, теперь увеличивается. Это действительно большое достижение, большая радость. Также мы ежегодно стараемся увеличивать способы оказания помощи и делать их удобными и доступными. Очень много планов у фонда на будущее. Мы хотим расширить территории, географию клиник, с которыми мы работаем. В основном сейчас акцент делаем на Российскую Федерацию. Но в тех случаях, когда заболевания очень редкие, в пределах России либо не оказывают детям медицинскую помощь, либо нет такой большой практики, мы отправляем детей в Италию, в Германию. Но в этом году хотим больше акцент сделать на Турецкую республику, на Армению. Если ситуация в связи с пандемией коронавируса в мире уляжется, улучшится, то, естественно, наша география клиник будет увеличиваться, и мы будем искать все новых и новых партнеров. Но вы уже налаживаете связи? У нас связи налажены с различными европейскими центрами, странами, но мы ищем всегда новые клиники, и не только медицинские центры, также ищем специалистов. Иногда бывает, что медицинский центр не такой известный, но там есть такой специалист, такого высокого класса и такой квалификации, что такого специалиста нет даже в учреждении с громким названием. Поэтому мы акцент делаем больше на самих специалистов, нежели чем на медицинские центры. Поэтому это постоянный поиск, который не прекращается. Надеемся, что ситуация в мире уляжется, и мы сможем больше детей отправлять и не только в пределы Российской Федерации, но и за границу. Вот вы говорите, что часто обращаются за помощью. А часто ли обращаются к вам, чтобы оказать помощь?
Я, как руководитель и сотрудники, мы являемся в первую очередь фандрайзерами. Мы постоянно привлекаем средства на существование фонда, на организацию мероприятий, акций, благотворителей, которые жертвуют на лечение детей. Но очень много таких случаев, когда люди и организации обращаются сами и нам говорят о желании помочь, но многие не знают, как именно они могут помочь. Кто-то помогает финансами, кто-то своими ресурсами, например, как компания «Система» предоставляет бесплатный интернет, вода «Кадор» предоставляет бесплатно воду, канцелярский магазин «Школьный двор» предоставляют канцелярию безвозмездно. Очень многие помогают своими ресурсами, другие же ставят у себя в организации копилки добра, это ящики для сбора пожертвований, куда каждый желающий может помочь рублем или же большей суммой. Это очень большая поддержка. Многие не могут помочь финансово, но помогают, скажем, распространяя информацию. Они делятся информацией о фонде и о детях, которым требуется помощь на своих страницах в социальных сетях. Другие же распространяют листовки, третьи просто рассказывают о фонде, способах помощи, четвертые помогают обучать, как отправлять СМС или же пользоваться услугой перенос баланса. Поэтому существует мнение о том, что фонду можно помогать только финансами. Это неправильно, это миф. Фонду можно помогать всячески, можно просто прийти волонтером в фонд, и это будет очень неоценимая поддержка. Ну, конечно же, самый главный меценат фонда – это сам учредитель Беслан Шакая, который оказывает как финансовую, так и всякого рода необходимую поддержку фонду. Хотя он не находится в Абхазии, но мы всегда ощущаем его присутствие здесь. И традиционно в конце нашей передачи мы говорим о планах на ближайшую перспективу. Какие 3 главные задачи вы ставите перед собой, к которым мы сможем вернуться через некоторое время? Но самое главное, несмотря на кризис и на пандемию коронавируса, сохранять стабильность и не понизить планку. Это задача номер 1. Второе, это, наверное, расширить территорию благотворительности, развивать наш международный благотворительный проект «От сердца к сердцу». И третье, наверное, расширить географию наших клиник и способы оказания помощи, их упростить и добавить способы, чтобы людям, которые хотят помогать, им было это делать просто. Мактина, большое спасибо за беседу. Мы желаем вам удачи и успеха в вашей нелегкой работе. Вам тоже спасибо, Сима.